наряду с другими святами лики и своих царственных предков. Кроме русских правителей тут представлены святой Симеон, Sava Serbski i svijato velikomučenik Kosovski Lazić. Тем самым Иван IV показал, что владельство и происхождение не только от последних царей румейских, греческих, но и от Неманичей и Лазаревичей и Бранковичей. Интересно, что единственный святитель, которому посвятили в храме два изображения, это святой Сава, которого царь Искренije почитал, веря, что его святой Сава молитвенно хранил от смерти от сил варяжского междоусобья, пока Иван был ребенком. Также культ князя Лазаря в России Иван IV был связан с мученичеством, как проявление настоящей веры, за которую в православной державе жизни отдавали и правитель, и пахар. Na redu služe u Premjanutim i Tretem Rime počitavca i kult svjati Stefana Dečanskava i Arsenija Sremca, nasljednika svitova Savi na prestoloj glavi Sjevičke crkvi, kak i sina Lazara, despota Stefana Visokava, čio žitije napisano je Konstantinom filozofom bilo izvesno i u Rasiji. Najboljša srpska je svatinja, zadužbina svjatih Savi i Simeona, Svetogorski manastir Hilandar, poslalo 1550 году своего игумена Паисия и трих монархов к царю Ивану Васильевичу. В грамоте, которую направили хиландарцы, Иван назван царем всех православных христиан, христианским солнцем и вторым Константином. Жаловались ему на беду, в которой они живут после гибели сербских властителей, на то, что Турок должен был заложить святые сосуды. Molili je Bož, što bi on zastupil za njih pred sultanom Sulejmanom, a pisali njemu ti želo je položenje Ruskavu manastirja Svitao Pantelejmona. Car Ivan tot čas že napravil pismo sultanu Sulejmanu v zaštitu manastire Hilandar i Svitavu Pantelejmona. В 1556 году сербские монархи из Хиландара вновь приходят к царю Ивану и получают от него большие подарки в нежных суммах, сосуды, книги и другие вещи, как, например, занавес для царских врат в храме, которую по преданию вышивала его жена Анастасия, и где среди русских святых представлений Святой Сава и